И были одни и те же свидетели, как я понимаю, у всех, и у нас. Они ходили друг с другом, постоянно общались, и на мои вопросы конкретные свидетелям они не могли ответить. Вот, ссылались на начальство, постоянно была ссылка, что мы дали запрос в ВВД, и нам ответили вот это вот. Вот это такая формулировка в протоколе, которая должна была быть. Вот сами на мои вопросы, почему вы не подходили, если вы были на месте, в тот момент ничего не предпринимали. Если вы считали, что это какое-то запрещенное действие, они отвечали, что мы тогда не знали, не могли никак расценить это действие, а потом уже нам сообщили. Вот. На конкретные вопросы мои, вообще формулировку знает ли, что такое пикетирование, милиционер, который составил протокол, он вообще ни одного слова не смог сказать, вообще ни одного слова. Он сказал: я не знаю, не обязан давать вам формулировку. Я сказал: вы можете хотя бы в общих чертах сказать, что такое пикетирование? Он отказался. Судья постоянно пытался перехватить у него инициативу и отвечал за него. Я выразил протест, сказал, что я рассматриваю в этом со стороны суда предосудительность и, значит, я увидел то, что судья пытаются милиционера вытащить запутавшегося в показаниях свидетеля, сотрудника милиции, и давал постоянно судья формулировки, которые были удобны. И на мой протест, что пускай сам конкретно ответит на мой конкретный совершенно вопрос сотрудник милиции, судья сказал, что он не может ответить, и не надо к нему задавать столько много вопросов. Я пояснил, почему столько много вопросов, потому что, задав один вопрос и не услышав конкретного ответа, и мне пришлось дополнительный уточняющий вопрос, который он тоже, соответственно, не отвечал, и мне пришлось еще задавать какие-то вопросы. Судья счел это затягиванием, он сформулировал как умышленное затягивание процесса и снял вот эти вопросы. Попытался сам что-то ответить, тоже не очень понятно. Но в итоге я хочу сказать, что дело, конечно, выглядит совершенно как заказное сверху просто, на самом деле. Такое впечатление сложилось.